Селям алейкум, добрый вечер. Такие качества, как доблесть, достоинство, мужество, никогда не будут подвергаться ревизии. И в такие дни, как сегодня, особенно хочется вспомнить наших героев и подчеркнуть значение воинского долга. Эту тему действительно символичную сегодня обсудим с нашими гостями. Итак, Алие Финенко, председатель комитета солдатских матерей «Матери мира против войны на планете», которая возглавляет эту организацию 1994 года. Руслан Джапаров, ветеран, участник боевых действий в Республике Афганистан, кавалер ордена Красной Звезды. Мустафа Мустафаев, научный сотрудник Крымского музея культурно-исторического наследия. Много лет возглавлял музей имени Амедхана Султана. Павел Врублевский, военный комиссар Бахчисарайского района Республики Крым. Владимир Поляков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Крымского инженерно-педагогического университета. И Садуллах Баиров, заместитель муфтия мусульман Крыма. Уважаемые телезрители, воинская служба всегда была своего рода базой для формирования настоящего мужского характера. Однако в последнее время пробиваются тенденции женоподобного образа мужчин. К сожалению, это явление совершенно несвойственное для наших широт. В связи с этим у нас к вам вопрос. Считаете ли вы, что воинская служба формирует настоящий мужской характер? Да, либо нет, пожалуйста, голосуйте. Как обычно, у вас есть возможность задать вопросы нашим гостям в прямом эфире. Телефон нашей студии +7 978 095 41 45. И перед тем, как начать нашу дискуссию, традиционно наш сюжет. Военная доблесть всегда была в крови у крымских татар. Все рожденные мальчики в Крымском ханстве были вовлечены в военное дело, а само войско отличалось высокой боеспособностью. После присоединения Крыма в 1783 году представителей нашего народа стали принимать на военную службу российского государства. В 1784 году из крымских татар формируется особое войско – Таврические национальные дивизионы, где все офицеры были назначены из молодых мурз. Первым дивизионом командовал ротмистр Мустафа Киятов, вторым – майор Абдулла Велич, третьим – майор Батыр-ага Тамагул Крымтайский. Законодательным актом от 1808 года из крымских татар были сформированы конные полки – Симферопольский, Перекопский, Евпаторийский и Феодосийский. А также был издан указ о назначении в татарских полках, сформированных из крымских татар, по одному мулле. После начала боевых действий в Отечественную войну 1812 года указанные полки принимали участие во всех боях. За отличную боевую службу конно-татарских полков в 1827 году был выделен лейб-гвардии крымско-татарский эскадрон во главе с Каябей Балатуковым. Свою доблесть и мужество крымские татары продемонстрировали и на полях Крымской войны. В 1874 году Александр II подписал именной указ о сформировании крымского эскадрона. В 1875 году крымский эскадрон был переформирован в дивизион. В 1882 году была сформирована крымская стрелковая рота. Находясь при Крымском дивизионе, она просуществовала до 1893 года. Приказом по военному ведомству от 1906 года дивизион был переформирован в Крымский драгунский полк. В 1907 году это воинское формирование было переименовано в Крымский конный полк. С началом Первой мировой войны полк вступил на фронт. В целом, в Первую мировую войну крымские татары, так же, как и все остальные мусульманские народы империи, проявили себя как патриоты. Также в Крыму под предводительством Сайде Ханум Муфтизаде был создан комитет для сбора пожертвований в пользу российских военнослужащих. Пучина революционных лихолетий унесла жизни огромного множества людей, в их числе Номан Челебичихан. Однако на его имени и смерти сегодня активно спекулируют нечистоплотные политики. Один факт того, что бандитскому вооруженному формированию на Украине дали имя Нумана Челебичихана, унижает память о нем. В годы Великой Отечественной войны крымские татары внесли свой значительный вклад в большую победу. Все мы гордимся героями Советского Союза Амедханом Султаном, Абдураимом Решетовым, Абдультейфуком, Узииром Абдурамановым, Сейтнафе Сейтвелиевым, Фетислямом Абиловым, а также кавалерами орденов славы трех степеней
Нашими мужественными партизанами, подпольщиками и, конечно, десятками тысяч солдат и офицеров, которые без страха защищали свою землю от фашизма. История крымских татар наглядно демонстрирует, что боевой дух и служение государству всегда были сильной стороной характера нашего народа. Алия Ханум, сегодня 23 февраля, День защитников Отечества. Вы посвятили свою жизнь защитникам Отечества. Пройдя весь этот путь, к какому выводу вы пришли? Какое значение имеет воинский долг для нашего общества? И что вы можете пожелать нашим защитникам Отечества сегодня в этот праздник? Добрый вечер, дорогие наши крымчане и необъятная наша Родина Россия. Разрешите вас поздравить с этим святым праздником от имени Комитета солдатских матерей Республики Крым, матери мира против войны на планете. Хочу поздравить каждую семью. Почему? Потому что в каждой семье есть сыночек. А сыночек для нас – это самое святое. Если не сыночек, то зять, любимый зять в каждом доме есть. Хочется поздравить всех воинов наших, которые отслужили, которые в запасе, которые служат и которые будут служить. От солдата до генерала, от матроса до адмирала. Поздравляю всех с этим святым праздником. Для нас он был при Советском Союзе, когда мы были дети, очень святым. 23 февраля это для нас было что-то, высокий праздник. И мы этот праздник встречали всегда, начиная со школьной скамьи и кончая вот уже по сегодняшний день. Желаю всем здоровья, счастья, чтобы никогда вы не видели никаких воинов. Наше новое поколение, молодежь, родненькие наши сыночки, будущие защитники. Берите большой пример от афганцев, от защитников Родины, которые сейчас в запасе. 41-45, которые прошли наши воины. Желаю, чтобы только у нас не было никаких воинов, никаких стычек, чтобы только были праздники. И вы, дорогие наши мужчины, наши мужья, братья, воины, только чтобы знали, что такое мир, и чтобы вы на руках всегда носили своих детей, внуков, правнуков, но не автоматы. Спасибо большое, Алия Ханум. Владимир Евгеньевич, крымские татары на протяжении всех периодов своей истории проявляли военную доблесть. Сегодня, вот в этот день, каких героев и какие эпизоды из нашей истории вы можете вспомнить? Ну, вы сделали неплохую подборку, она мне очень понравилась. Я только все же всегда смотрю глазами историка и думаю, что бы я исправил. Ну, не очень понял, почему нет Алиме Абдинановой. И второе, в прекрасной подборке о героях войны 1812 года нету имени Рудзевича. Имя, в общем-то, совершенно новое. Это крымский татарин, портрет которого висит в аллее в картинной галерее «Герой войны 1812 года». Его корпус первым вошел в Париж. Это уникальнейшая личность, похоронен в Карасу-Базаре, там и родился, и никто о нем не знает. Нам нужно раскручивать имена наших героев. А так, в целом, конечно, крымские татары и войны, раньше это были слова-синонимы. Со временем оно стало меняться, не все стали воинами. И вообще сейчас правильный был первый посыл о том, что женственность превалирует в мужчинах. Да, воин сейчас – это отдельная категория. И это мужчина и воин не слова-синонимы, потому что есть и прекрасные женщины-воины. Да. Воинская доблесть, она присуща не только мужчинам, но еще и женщинам. Спасибо Владимиру Евгеньевичу, что вспомнил нашу героиню, героя России, Алиме Абдинанову. Мустафа ага, жизненный путь всех наших героев, героев Советского Союза, какой нам пример сегодня показывают, чему учит новое поколение?
Ну, вы понимаете, конечно, правильно сказал Владимир Евгеньевич. Это что раньше было? Возьмите Чарабатыра, возьмите Аляйда Маха, возьмите, как говорится, современных. Оно все всегда себя показывает. Я только одно бы хотел подчеркнуть. Вот в мемуарах Манштейна есть такие слова. Лучше встретить безоружным медведя в Баварском лесу, чем татарина на поле брани. Вот вам приблизительно ответ. Ну, конечно же. Понимаете, мы все, когда встаем на защиту своих интересов, в первую очередь, Родина. Большая Родина, малая Родина. А что такое Родина? Это в первую очередь семья, окружение, близкие люди. Ну как же их не защитить? Вот так приблизительно, понимаете, поступали в годы войны крымские татары. Понимаете, примеры Амедхана Султана или пример, понимаете, того же Абдурахима Решетова, который первым начал бомбить Рейхстаг. Или Узейр Абдурахманов, или Абдуль-Тифук, который вошел, понимаете, вот именно эпизод фильма «За освобождение», именно вот этот молодой капитан, который придумал, как перейти на ту сторону Днепра, и является он. Потом, вот правильно подметил Владимир Евгеньевич, Абдынанова. Вы понимаете, для того, чтобы ее поднять на ступень, вот ту, которую она сегодня занимает благодаря указу президента, вы знаете, сколько сил понадобилось на это? И несмотря даже на то, что 1 сентября президент уже издал указ, что она герой России, появляется книга, в которой почему-то она предатель. Спрашивается, кто за это будет отвечать? В конце концов, кто даст ответ за то, что люди, которые проливали кровь и показывали себя как образец во всех отношениях мужества, придя домой, не обнаружили своих семей? Понимаете? Это только вот мысленно себе представить. И даже несмотря на это, продолжили честно, добросовестно служить своему Отечеству. Вот вам, пожалуйста, рядом со мной стоит наглядный пример. А таких, как он, десятки, сотни, а то и тысячи. Вот вам приблизительный ответ. Спасибо большое. Война в Афганистане, она действительно является отдельной страницей в истории нашей страны. Наши крымские татары, наши соотечественники внесли свой действительно большой вклад в борьбу за национальные интересы государства. Давайте посмотрим наш сюжет, затем продолжим. Вывод советских войск стартовал 15 мая 1988 года. Тогда первые 6 полков из северных провинций двинулись домой. В начале ноября 1988 года вывод военных был приостановлен. Войска Советского Союза окончательно покинули Республику Афганистан лишь 15 февраля 1989 года. А День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в России начали отмечать с 2011 года. Новая дата была установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о тысячах наших солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Наш соотечественник Артур Мамутов отмечает, что среди героев и ветеранов афганской войны было и много крымских татар. Каждый год справляем здесь и постоянно проходим. У нас очень крымских татар много, очень. Если так взять по численности народа и по сколько афганцев, вот, больше 5000 было еще при Украине, вот когда. Ну, если так собрать всех, у нас 1200 есть. За 10 лет страшной кровопролитной афганской войны СССР потерял почти 15 тысяч солдат. Согласно официальной статистике, ранения, контузии и различные травмы получили более 53 тысяч человек. Огромные потери в ходе этой войны несли и жители Афганистана. Официальной статистики по этому поводу до сих пор нет. Но, как говорят сами афганцы, за время военных действий погибли от пуль и снарядов сотни тысяч их соотечественников. Многие пропали без вести. В ходе торжественного собрания и праздника
праздничного концерта ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, глава Республики Крым Сергей Аксенов выступил перед ветеранами с приветственным словом и отметил, что главной задачей является оказывать внимание и заботу тем, кто сегодня не может сам себе помочь по состоянию здоровья, по причине полученных ран и травм. Необходимо проявить к этим людям особое внимание. Проявить внимание, заботу и уважение к семьям этих людей, к родным и близким, которые вырастили замечательных сыновей, мужей. И тех, кто действительно сегодня вспоминает их со слезами на глазах. Вечная память, Царство Небесное всем, кто погиб, и почет, уважение и слова благодарности тем, кто сегодня живет, здравствует, долгих лет вам жизни. Спасибо вам за все. И так, чтобы нам действительно приходилось как можно меньше терять наших молодых ребят вот в таких конфликтах. В преддверии памятной даты наш телеканал отправился в город-герой Севастополь, где есть наши соотечественники, ветераны афганской войны, для которых ученики 46-й средней общеобразовательной школы организовали праздничное мероприятие, рассказали стихи и выразили слова благодарности защитникам Отечества. Ветеран афганской войны Рифат Ибрагимов рассказывает, что даже в самые тяжелые времена он находил время вспомнить о своей родине. Рифат Бей показал свой дембельский альбом, где есть различные фотографии времен службы. Он обратил внимание и остановился на фотографиях, где он вместе со своими сослуживцами, как и крымскими татарами и остальными народами, танцует народный танец хайтарма. Ветеран войны отмечает, что несмотря на ужасы войны, родная крымско-татарская музыка согревала его душу. Рифат Ага признается, что очень благодарен, что в России не забывают о ветеранах войны, и молодое поколение воспитывается в условиях межнационального согласия и мира между всеми народами. И больше всего желает, чтобы они никогда не познали ужасы войны. Наши дети, наши внуки, наши правнуки, уже 35 лет прошло. Вот я сегодня был в школе, 46-й, где мои дети учились. Моя дочка начинала с 1 класса, закончила школу, мой сын закончил эту же школу. Я благодарен учителям, преподавателям, и, которые учили. У нас никогда не было национальных вопросов в этой школе. Все относились друг к другу полными понятиями. Были мы в этой 46-й школе, и дети сделали нам такой праздник. Показали наши кадры, показали наши воспоминания. Честно говоря, перед ними выступая, у меня были слезы на глазах. Тимендар Мамбетов вернулся из Афганистана в звании сержанта. На службе был механиком. Видел все тяжбы войны, ужасные условия, гибель товарищей. В ожидании своего сына мать посидела. Тимендар Мамбетов признается, даже в условиях войны ни разу не проронил слезу. Однако, увидев свою мать, он ее не узнал. Вспоминая о тех днях, он рассказал о традиции между сослуживцами, что когда уходит на дембель одна группа и приходит другая, то передавали старую гитару и текст песни, которую знали и пели все. Ну что ж, ребята, нальем бокалы за тех парней, кто отдал жизнь во имя счастья чужих людей, кто не увидел за цинком гроба родную мать, за тех парней, кому осталось в земле лежать. Также наши соотечественники предложили идею создания интернет-портала, сайта для ветеранов афганской войны, где они бы смогли находить друг друга и общаться в интернете со своими сослуживцами со всех регионов страны и держать между собой связь. Асан Абибулаев, Роман. Руслан Ага, вы, когда защищали Родину, защищали интересы государства на реальных полях боевых действий, как воспринимали воинский долг? Ассаляму алейкум. Для начала бы я хотел поздравить всех с праздничком, с 23 февраля. Всем здоровья, терпения, ну и мужества. Ну и наших медиков хотел бы поздравить отдельно, потому что медики — это тоже такие люди, которые военнообязаны они, и немалую часть, немалую заслуга их, что мы живые остаемся, солдаты, простые солдаты. Отвечая на ваш вопрос, ну, не знаю, как правильно рассказать. Всяко бывало. Вот я принес фотографию, это как раз ровно 29 лет назад, на 23 февраля, нам вручали 70 лет вооруженным силам. Здесь вот как раз
Получается, вот 8 человек, и все разные национальности абсолютно. Грузин, армян рядом стоит, чечен стоит, узбек сидит. Вот, ну, все мы здесь. Русский там был, я татарин. Единственное, конечно, сказать насчет отношения. Сейчас вот в сюжете вспомнился мне мой командир. Не знаю, что я ему плохого сделал. Дай бог ему здоровья, конечно. Но он меня почему-то постоянно хотел посадить на губу. Из-за того, что я крымский татарин. Почему это такое, ну, честно говоря, я понимаю это все. И еще бывали такие вопросы, когда говорили, спрашивали, ты кто? Я говорю, что я крымский татарин. Были вопросы, а почему-то, кто это такие крымские татары? В то время тогда, конечно, никто не знал об этом. Но и все равно мы жили все дружно, весело. Ну, были всякие случаи. Я не знаю, как сказать правильно все. Да, спасибо вам большое. У нас сегодня такой очень интенсивный видеоряд, но в этот день мы просто не можем не показать Севастополь. Давайте еще один сюжет с Севастополя и продолжим. Сейчас мы направляемся к большому десантному кораблю, который носит название «Азов». Вот, посмотрите, он уже стоит и нас ждет. Сейчас мы попытаемся показать вам всю его красоту. В российском флоте, начиная со времен Петра I, было 10 кораблей под названием «Азов», самым известным и прославленным из которых стал линейный корабль постройки 1826 года. Относился он к крупной серии русских парусных кораблей. «Азов» был одним из красивейших кораблей российского флота. Его корпус украшал тонкий резной орнамент. Сегодня военные корабли имеют несколько иной вид – прочная железная конструкция. Кстати, этот корабль был построен в 1989 году в Польской Народной Республике. Это уже 9-й корабль, который носит название «Азов». Ему 28 лет. Назван корабль в честь первого гвардейского русского линейного корабля «Азов», который 20 октября 1827 года в Наваринском сражении вступил в бой с 5 кораблями противника и уничтожил их. Предназначен корабль для высадки и приема морского десанта. Вооружение у этого корабля артиллерийское. На нем стоят носовые и кормовые пушки, а также реактивная система. В 1990 году на нем был поднят военно-морской флаг, и он совершил переход в Балтийск. Первоначально базировался в Балтийске, потом совершил межфлотский переход на Черноморский флот, где по сей день он выполняет свои поставленные задачи. А вот главный командный пост корабля. Именно из этого места происходит управление. Скажем так, мозг всего механизма. В случае тревоги командиры подчиненные занимают свои посты. Визирщик Салим Суфьянов служит уже 9 месяцев. Призыв в армию стал для него неожиданностью. До этого Салим жил обычной жизнью. Педагог-психолог по образованию, он работал в школе, занимаясь индивидуально с детьми. Кардинальная смена обстановки, потому что до этого там, в школе, с детьми, а теперь я здесь солдат, ну, то есть матрос. Сложно было. Для меня было поначалу очень сложно привыкнуть ко всему этому вообще процессу. Вот. Ну, я справился, я считаю, что я справился. Говорит, за срок своей службы привык к жизни матроса и теперь думает, что делать по окончанию – связать жизнь с морем или вернуться в школу и продолжить педагогическую деятельность, где ему обещали сохранить место. Кстати, отец Салима тоже служил на Черноморском флоте. Мое заведование – это дальномерная визирная установка, которая нужна для наблюдения целей во время высадки десанта. Вот. То есть моя задача по боевой тревоге прибывать сюда, это мой боевой пост, и запускать дальномерное визирное устройство. Вот. Оно используется также для артиллерийских стрельб. То есть оно также используется для наблюдения и наведения на цель. А это товарищ Салима, Рустем. Он рулевой большого десантного корабля. К службе относится очень серьезно. На каждый мой вопрос отвечает «так точно». По тревоге Рустем должен занять свой пост и следовать указаниям старшего офицера. В армию парень шел добровольно. Хотел служить именно на Черноморском флоте. Считает, что каждый мужчина должен отдать долг родине и в случае необходимости защитить родную землю. Я хотел целенаправленно служить именно на Черноморском флоте и именно в Крыму. Дело в том, что сам я родился в Азии, и в возрасте 7 лет мы переехали в Крым. Я понимаю, что это земля, на которой зародился мой народ, где жили мои предки. Это моя земля. И здесь, знаете,
я чувствую себя дома. И поэтому я бы хотел служить именно здесь, для своей родины, для своего народа. Ради этого он взял академ-отпуск, однако после службы планирует восстановиться, чтобы получить высшее образование. Однако есть и планы связать свою жизнь с флотом. Парень стремится поступить в военную академию, стать офицером. О корабле Рустем рассказывает с большим восхищением. Очень интересно увидеть вообще, что из себя представляет корабельная жизнь, потому что корабль – это огромное устройство, огромный живой механизм, и каждый матрос в нем – это отдельный винтик. И от того, как он исполняет свои обязанности, от этого зависит вообще жизнь всего корабля. Он тесно связан, каждый здесь на своем месте, и каждый точно знает, что он должен делать. А это уже сердце нашего большого десантного корабля. На языке военных пост энергетики и живучести. На этом посту стоит Николай. Он приехал служить из Краснодарского края. Мы находимся на бортовом источнике электропитания, в работе дизель-генератор номер 2. Я слежу за частотой, чтобы не нарушалось. На этом экскурсия для нашей съемочной группы не завершилась. Мы прошли посмотреть кубрики личного состава. Это место, где размещаются матросы. На гражданских судах они называются каютами, а вот на военном корабле каюты у офицеров. А это уже камбус. Так моряки называют кухню. На обед дается полчаса, и каждый сам должен за собой убрать. Вообще на военном корабле очень строго соблюдается дисциплина. Поэтому у нас было не так много времени, чтобы осмотреть все. Да и к тому же все не посмотришь. Дескать, военная тайна. Этот фамильный корабль сегодня гордо носит имя «Азов», в честь того самого известного корабля, который участвовал в Наваринском сражении и был удостоен Георгиевского флага. Кстати, во время Наваринского сражения на борту корабля находился Павел Нахимов, который командовал батареей на линейном корабле. Он был награжден орденом Святого Георгия и переведен в капитан-лейтенанты. Из Севастополя. Павел Петрович, общеизвестно, что состояние вооружений и самой армии Украины было плачевным, и это касалось нас при Украине. Что принципиально изменилось с 2014-го? Изменилось все полностью. Во-первых, изменилось отношение. До 2014 года я в военкоматах работал и при Украине, и при Российской Федерации. До 2014 года у Украины не было вооруженных сил. Это было сборище разваленной техники, нефинансируемое, ни с наплевательским отношением руководства страны. После возвращения Крыма в Российскую Федерацию изменилось отношение. Мы видим, что сейчас руководство страны, как относится к вооруженным силам. Мы видим отношение общества. Это совершенно другое отношение. По всем данным соцопросов, армия является одним из институтов, которому доверяет население. Да, Павел Петрович, мы продолжим. У нас просто телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, салам алейкум. Да. Алейкум селям. У меня будет такое пожелание, чтобы эту передачу повторили по Крымскому каналу и по одному из российских каналов, чтобы русскоязычное население нашей России тоже посмотрели эту передачу. Второе, хотелось бы, чтобы вы в одной из своих передач осветили защитников Порт-Артура, в котором участвовал наш крымско-татарский народ тоже. Спасибо вам большое. Еще одна просьба. Алло. Да, слушаем вас, слушаем. Вы бы раз приехали к нам в Алушту и посмотрели и засняли уже, как продолжается уничтожение нашего Ашары-Джами и нашего кладбища в районе автовокзала. Нам помощь нужна ваша. Да, спасибо вам большое за звонок. Мы обязательно учтем все ваши комментарии. Павел Петрович, пожалуйста. Сейчас вооруженные силы являются совершенно другими. Мы видим это, вы сами видите, когда проходите по улицам городов, видите, как экипированные военнослужащие, как они одеты, как они выглядят. Вы видите военную технику, которая периодически совершает там передвижения, марши. Солдаты в частях сейчас, у нас очередь, скажем так, из желающих служить в вооруженных силах. Если при Украине они бегали, и надо было их отлавливать, чтобы туда загнать, то сейчас, в настоящее время, молодые люди стараются туда попасть, потому что без службы в армии в настоящий момент тяжело потом устроить свою дальнейшую жизнь. И туда идут самые здоровые, самые достойные, есть из кого выбрать.
Да, спасибо большое. Продолжим с вами еще беседу. Скажите, пожалуйста, расскажите больше по поводу военной части, которая в Бахчисарае. Я знаю, что у вас есть проект с Республикой Татарстан. Много крымских татар служит у вас в части. Так точно есть. Я военный комиссар Бахчисарайского района, и у нас над нашим районом шествует Республика Татарстан. Вот, она оказывает большую помощь всему району, и в том числе нам оказывает большую помощь, вооруженным силам. В Татарстане очень высоко стоит вопрос военно-патриотического воспитания, и защите Отечества там уделяется очень большое внимание. Непосредственно вице-премьер-министр Республики Татарстан Василий Габдельязович Шайхразиев был здесь, приезжал проведать своих призывников, ребят, призванных из Татарстана. Очень приятно было молодым людям видеть, как вице-премьер из Татарстана приехал поздравить их, вручить подарки. Вот. И в настоящий момент у нас, это рядом с Бахчисараем находится, чуть-чуть дальше, одна из частей противовоздушной обороны, войск противовоздушной обороны, в которой заключено Шефское соглашение между Республикой Татарстан, Бахчисарайским районом. Павел Петрович, мы продолжим беседу с вами по поводу этой темы. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Здравствуйте, меня зовут Ардашева Наталья, я из Бахчисарая. Мне бы хотелось, конечно, поздравить наших мужчин всех с праздником, пожелать здоровья, удачи всем и задать нашему военкому вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли в нашем районе молодежные организации патриотические? У меня растет сын-подросток, и хотелось бы узнать направление в этой области. Да, спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо за вопрос. У нас везде на территории республики, в том числе и в Бахчисарайском районе, существует ряд организаций, в том числе организация такая «Юнармия», которая создана под эгидой министра обороны, где молодые люди могут при наличии желания соответствующего участвовать в волонтерском движении. То есть у нас в Бахчисарае на день ввода войск в Афганистан 25 декабря было принято в ряды юнармии 57 человек. Это ребята, бахчисарайцы, молодые школьники, которые принимали участие. Вот. Они занимаются патриотическим воспитанием, движением. В школу приходят воины-интернационалисты, собираются. То есть это движение ширится, растет, поэтому приглашаем всех молодых людей, которым не безразлична судьба, вступать в ряды юнармии. Что же касается связи с Республикой Татарстан, то у нас, как я уже говорил, существует Шефское соглашение о направлении ребят в эту воинскую часть. Там служат представители Республики Татарстан, ребята-татары, и мы отправляем ребят, крымских татар, в эту часть, для того, чтобы им легче было внедриться в тяжелые армейские будни. Никто не говорит, что там легко. Да, в армии довольно тяжело служить. Вот, это не детский сад, это серьезная организация. Поэтому никто не говорит, что там легко. Чтобы ребятам было легче, чтобы они служили среди единоверцев, скажем так, делаются условия для того, чтобы ребята между собой общались. Мы отправляем туда призывников с Бахчисарайского района, ребят, а Татарстан отправляет своих ребят. В прошлом году на церемонии присяги присутствовал Рустем Исмаилович Бальбек в этой части, Заур Русланович Смирнов присутствовал там, мы были в этой части, они вручали подарки. Очень приятно, что ваш телеканал тоже уделяет большое внимание вооруженным силам. Вот, ваша съемочная группа освещала это событие. То есть ребята с удовольствием идут, служат, им нравится, возвращаются. И что приятно отметить, от командования части нет никаких нареканий, идут только благодарственные письма нам, благодарственные письма родителям. Ребята, которые уже служили, вернулись, они благодарны за то отношение, которое было к ним руководством части. Для них существуют все условия, вплоть до совершения религиозных обрядов. Командование части сделало условия такие, что при клубе части ребята, которые исповедуют христианство, они могут свои религиозные обряды, которые исповедуют ислам, они могут совершать свои религиозные обряды. Это им никто не противодействует, это нормальное явление. Поэтому, что касается шефских связей с Республикой Татарстан, они налажены, они будут расширяться. Это идет только на пользу всем нам, для укрепления межнационального согласия, мира
Вот. В этом только положительный мы видим результат. Спасибо большое за такие ценные сведения. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Я бы хотел бы просто-напросто поздравить всех севастопольских моряков и всю военную структуру Крыма. Все, спасибо большое, спасибо большое. Исадуллах Бей, военная служба для нашего народа имеет такое принципиальное и актуальное значение. Как муфтият относится к воинской службе? Но если говорить об религии, да, которой являемся мы последователями, то ислам поставил какие-то универсальные правила. И наш народ, живущий по исламу, он следует этим универсальным правилам. И одно из основных универсальных правил – это защита своей родины, защита своего отечества, защита своей семьи, близких и так далее, как сказал Мустафа Ага. То есть это та ценность, которую проповедует ислам, одну из самых высших ценностей. Поэтому, говоря о мусульманском народе, мы не можем сказать, что мусульмане уклоняются от службы своему отечеству, от службы в армии. То есть этого не может быть. Поэтому Духовное управление мусульман Крыма всегда призывало и призывает молодых людей выполнить свой долг перед Отечеством. И мы считаем, что это действительно является исламским долгом, потому что, да, раньше люди, может, призывались по мере потребностей, и действительно все мужчины были воинами, потому что неизвестно было, когда, где, что произойдет, и все мальчики воспитывались в духе воинов. Действительно, все были готовы взять в руки оружие и защищать свою родину. Сегодня ситуация поменялась, и есть плановое прохождение воинской службы. Поэтому жить какими-то средневековыми мерками не нужно. Если сегодня есть возможность планово проходить воинскую службу, и она тождественна с теми самыми, скажем, правилами, которые действовали раньше у нашего народа, то почему бы не принять это как одно целое? Поэтому мы призываем и призывали всегда, что молодые люди должны быть готовы. Мужчины действительно, как все сегодня здесь сказали, это основное тело армии, да, и основная, скажем, надежда. И, соответственно, подготовка, военная подготовка их является основой. То есть человек должен уметь и должен быть готовым к таким вот условиям. Поэтому мы считаем, что армия – это хорошая школа для молодых людей, где, во-первых, они закаляются как мужчины, они учатся в каких-то сложных условиях каким-то навыкам, это очень важно. И они взрослеют, потому что мы видим это, мы все проходили через это, и мы знаем это, как человек меняется после армии, каким он становится дисциплинированным, каким он становится, у него появляются какие-то понятия. И действительно не зря служба в армии поставлена условием для некоторых в дальнейшем продвижении этого человека по некоторым профессиям, в некоторых службах. Да? То есть это очень важный момент в развитии молодого человека. Поэтому мы, конечно же, поддерживаем и рекомендуем всем молодым людям участвовать в этом. Владимир Евгеньевич, 99 лет назад в этот день был убит известный общественно-политический деятель, муфтий Номан Челеби-Джихан. Что известно сегодня? При каких обстоятельствах он встретил смерть и насколько приемлемо называть террористический бандформирование его именем, как вы считаете? Как-то я не ожидал в этом направлении вопроса. Да, Челеби-Джихан погиб в страшные для Крыма события 21-23 февраля. В эти дни было убито порядка 600 человек, по некоторым сведениям 800. Ну, к примеру, священник Чифранов, дедушка моего коллеги по автотранспортному техникуму, Караим Казас, единственный художник среди караимов, его убили просто потому, что он был в офицерской форме. Крымский татарин Челеби-Джихан. Поэтому я бы не стал эту дату как-то персонифицировать и говорить, что вот 23 февраля. Это 3 страшных дня. Они вошли в историю как Варфоломеевская ночь или как вариант Веремеевская ночь в крымском акцентом почему-то она.
Подробности, какие там подробности? Чифранова вытащили из церкви и убили прямо на крыльце. Челебиджихан находился в тюрьме, ворвались в тюрьму и перебили всех, кто там находился, не вникая, кто ты, им было без разницы. Меня другая деталь удивила, не знаю, знает ли мой друг. Его привезли из Симферополя в Севастополь на аэроплане. Вот новость. Хотели быстро, чтобы не перехватили, не отбили, посадили в аэроплан и перевезли. Вот такая вот новая деталь. Я специально в архиве рылся. Но в отношении имени, ну что сделаешь? Ну а если бы назвали именем Амедхана, что бы мы говорили? Отказывались от Амедхана или бы назвали другим? Это вопрос не нашей компетенции. Был такой эпизод, когда мой друг Айдар Эмиров придумал название газете «Голос Крыма». Ну, хорошее название. Нет, во время войны немцы издавали такую газету, запретить. Поэтому, ну, что делать? Караван идет. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста, ваш вопрос. У меня не вопрос, здравствуйте. Я хочу поздравить всех ветеранов афганской, чеченской войны, всех ветеранов любой войны, бабушек, дедушек, которые прошли. Но прежде всего хочу поздравить с праздником ветеранов афганской войны. Мы там всегда называли друг друга брат, и там не было национальностей. Здравствуйте, ребята. И если будет возможность, вы знаете, что такое третий тост. Помолчим, кто пропал, кто пан. Да, вас отдельно хотел бы поздравить. Да, спасибо вам большое за то, что вы находитесь на этой программе. Спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Мустафа Ага, по поводу Челебиджихана у вас будут дополнения? Ну, понимаете, очень трудно говорить об этом человеке. Во-первых, понимаете, вот вникните в все слова, которые он сказал. В Крыму живут люди различных национальностей. В поле Крыма цветет различные цветы. И вот эти все национальности, как и эти цветы, должны свести в одном месте. То есть он призывал всегда не выделять никакую нацию над какой-то другой нацией, понимаете? Он смотрел как на все едино целое. И в то же самое время вот это зверское его убийство. Убили его анархисты, правда ведь? Анархисты его убили, правда ведь? Ну, понимаете, не совсем оно так, но как бы не было. Просто озверевшие матросы. Больше сказать нечего. Ни под какой определенной командой, никакой целью, правильно сказал Владимир Евгеньевич, анархисты забрались и, так сказать, ну, понимаете, но ведь есть какие-то человеческие условия, а это взять и выбросить его в море, как, понимаете, нежной товар. Это вообще жутко, конечно. Алия Ханум, те, кто не до конца понимает, что такое современная российская армия, их преследуют определенного рода фобии. Как сегодня и где сегодня проходят службу наши ребята, крымчане, и чем отличается срочная служба от контрактной? Ну, чтобы Спасибо было понятно за вопрос. нашим телезрителям. Спасибо. Армия – это гордость нашего государства. Большая гордость тот, кто служит, а еще больше гордость, кто их ждет. Армию мне пришлось, как говорится, изучить почти что как своих 5 пальцев. Все род войск мне приходилось быть, и воздушные, и сухопутные, и морфлоте. Приходилось мне быть на больших кораблях, на малых кораблях, на подводных кораблях, на самолетах с министром обороны летать в миротворческие страны, в Югославию и в Афган, туда и обратно. Марш-броски приходилось сдавать сухопутными войсками. Войска МВД для меня как самые родные, особенно здесь, в нашем Крыму.
которые генералы были майорами, сейчас уже генералами, которые именно руководят так, как надо. Вот. Могу рассказать очень много за службу, но служба с каждым разом, сегодня праздник, и хочу сказать, что это празднично. Вот эти 3 года очень наладилась служба в армии. Вот. Самое главное, конечно, для матерей, для нас что нужно? Матери, отцу, бабушке, дедушке, семье что нужно? Чтобы сына взяли, чтобы его накормили, напоили, одели, обули. И вот наш сын служит лучше всех, как говорится. А вообще крымчане, за мое время, как я с 94-го года по сегодняшний день служу нашему воину, вот. И я знаю, что наши крымчане служат очень хорошо. И раньше, когда мы были в том государстве, Крым всегда занимал 2-е, 3-е место среди 25 областей. Сейчас хочу сказать и прямо родителям, всей семье, чтобы не переживали, служба именно в России очень мне нравится. Уже приходилось мне проверять воинские части. Раньше, конечно, я не смогу сравнить. Сейчас каждая мать своего сыночка хочет уложить в теплую, чистую постель. Так оно и есть сейчас в воинских частях. Начиная от новых кроватей, начиная от новых матрасов, одеялов, пододеяльников, все, что нам, маме, нужно, чтобы сын был все в порядке. Кормят, конечно, очень хорошо. Это вы сами прекрасно знаете, вам сыновья говорят за это, что сама проверяла. Я это не обманываю. Почему? Потому что у меня 2 сына, они при Советском Союзе служили. Я знаю, как раньше служили и как сейчас. Служба налаживается. Особенно срочные службы ребята, конечно, очень внимание обращают большое. Контрактники – это ребята сами, которые свою судьбу выбирают. Конечно, у контрактников будущее очень хорошее. Сейчас вооруженное Министерство обороны России очень внимание обращает на контрактников. Также его одевают, обувают, кормят, и вдобавок еще зарплату повышают, и еще жилье. А жилье, конечно, сейчас стоит очень на первом месте, чтобы именно воинов, особенно семейных, чтобы их жили они не на частных квартирах и общежитиях, как раньше. Сейчас стараются именно дать жилье для воинов, всей семьи. Также обслуживаются их семьи, дети, детскими садами, школами, все именно компактно проживающих и в частях. Вот. Я думаю, что ребята, которые не бойтесь, идите служить. Служба, как говорится, каждый, это спокон веков. Наши деды, прадеды служили, конечно, не год, не 1,5. И наши братья, например, служили сухопутный раньше 3 года, морфлот служил 4 года. Сейчас, конечно, это время службы, время быстро проходит. Если хотят, то ребята остаются контрактником, которым нравится. Не хотят, они идут в гражданку, продолжают учиться или работать. Хочу заверить каждую семью, дорогие наши родители, не переживайте за наших сыновей. Ваши сыновья всегда под присмотром материнских глаз. Лично я до конца своей жизни обязана служить воину. Причину скажу. Я родилась в Керчи. Когда Керчь бомбили, меня из-под бомбежек ребенком спас солдат. Родная тетя служила в Севастополе с первого до последнего обороны Севастополя. Отслужив, она нашла нас по детдомам и сказала... Олег, вы обязательно продолжите. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Спасибо. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да-да, добрый вечер. Добрый. Я еще раз хотела выразить вам просто свое глубокое уважение редакторам передачи, режиссеру, оператору, ведущей и так далее. Порядок замечательный у вас. Значит, я из потомственной военной семьи. У всех в семьях были офицеры, и, к сожалению, вот мой внук
не стал офицером. Так вот, значит, в подмосковных частях мы жили, и вся военная служба была перед нами, детьми, просто перед глазами. Мы видели солдатиков, которые приходили, молоденькие совсем, потом постарше, и все. Все это было, мы воспринимали это по-разному. Когда были младшие школьники, так, старшие школьники по-другому. Все это осталось в памяти. Обязательно формирует воинская служба характер мужчины. Обязательно. И более того, мы даже дети, которые росли вот в военной этой обстановке, даже мы были очень дисциплинированные все. Все, благодарю вас. Спасибо большое вам за звонок, и комплимент — это всегда приятно. Павел Петрович, для наших телезрителей объясните, чем отличается срочная служба от контрактной, какие привилегии, какие условия? Срочная служба – это служба по призыву. Все молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет подлежат призыву на срочную военную службу. Там это уже зависит от их состояния здоровья, от различных критериев. И они призываются по призыву на срок в настоящее время 1 год. Служба по контракту отличается тем, что человек туда поступает добровольно. По контракту можно сразу пойти людям с высшим образованием, что многие делают в настоящий момент, потому что не все могут устроиться или по специальности, или человек получил образование, потом понял, что это не его, там, или бывают различные нюансы. По контракту молодые люди могут сразу же, имея в наличии высшее образование, прийти на службу по контракту, это раз. Со срочной службы можно также перевестись на службу по контракту. Единственное, что срочная служба, это служба по призыву, она составляет 1 год, в настоящее время 12 месяцев. Служба по контракту, контракты заключаются на 3 года, первоначальный контракт. Отличается тем, что военнослужащий по контракту, он на службу ходит как на работу. Вот офицеры, для других было, чтобы понятно, как офицеры приходят на работу, уходят на работу, также военнослужащий по контракту. Это его работа. Он имеет право потом в конце рабочего дня свободного выхода. У него есть определенные обязанности, но у него есть определенные льготы. Как я уже говорил, в Российской Федерации отношение к военнослужащим совершенно иное. Вот здесь недалеко от студии находится бригада внутренних войск. Там достаточное количество военнослужащих по контракту. У нас в Бахчисарае находится большое подразделение, которое тоже очень большое количество военнослужащих по контракту. Военнослужащие по контракту получают заработную плату за службу. Заработная плата, я не могу сказать, что она сильно большая или сильно маленькая. Это все зависит от индивидуального подхода. Но на настоящее время у солдата заработная плата начинается от 18 тысяч рублей. Это довольно, я считаю, вот если в Бахчисарайском районе не везде можно найти рабочие места, то как вариант службы по контракту очень даже предусмотрительно. Плюс в соответствии с действующим законодательством у военнослужащих по контракту есть определенные льготы. Льготы у них, у членов их семей. Вот недавно мы были на возложении, на день вывода войск из Афганистана, на возложении в воинской части, там памятники 2 погибшим военнослужащим в Афганистане. И главе района Рифату Якубовичу Дердарову подошел военнослужащий, говорит, вот жена, ребенок, военнослужащим по контракту положено внеочередное место в садике. То есть, если он проходит там службу на территории части, его ребенка в соответствии с законом устраивают в детский сад. Так же, как из Комитета солдатских матерей сказали, что большое внимание уделяется жилищному строительству. Это и льготные программы ипотеки для военнослужащих, это и другие нюансы. Также и заработная плата у военнослужащих по контракту, она увеличивается с каждым прослуженным годом. То есть это возможность выхода на пенсию, грубо говоря, в 40 лет. Это большая разница. Когда человек 40 лет, когда человек молодой, он об этом не думает. Но когда ему приходит 40 лет, и он имеет возможность стать пенсионером, это очень сильно сказывается. То есть есть ряд преимуществ для этих молодых людей. Многие этим пользуются. Пожалуйста, если любому человеку достаточно обратиться, в каждом городе или районе есть в муниципальном образовании есть военный комиссариат. Достаточно прийти, и ему выдадут перечень
свободных вакантных должностей на территории войсковых частей, куда он может пойти со своим образованием, со своей специальностью, подобрать себе что-то. Также и принимаются не только мужчины, но и девушки, скажем так. Да, спасибо большое. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Салам алейкум. Алейкум салям. Во-первых, я хочу всех поздравить с Днем Советской Армии и Военно-Морского флота. Ну, сейчас он называется как День защитника. И хотел бы напомнить всему населению Крыма и России, что знают ли они, что на сегодняшний день у нас, у крымско-татарского народа есть 8 героев Советского Союза. Это в процентном отношении по героям наш крымско-татарский народ занимает первое место. Сау. Да, спасибо вам большое за ваш звонок. Мы с этого начали, с героев наших Советского Союза, крымских татар, которые действительно внесли большой вклад в большую победу, свой значительный вклад. Павел Петрович, воинский долг, он подлежит исполнению в вооруженных силах государства. Своего рода последствием вот этого жестокого, очень такого глубокого политического кризиса в Украине стало появление таких негосударственных, неподконтрольных государств, скажем так, бандитских группировок, бандформирований с террористическим уклоном. Что грозит государству, когда в рамках страны действуют такие бандформирования? Ну, во-первых, на территории Российской Федерации это невозможно, это раз. Украина, ну, по моему мнению, сама себя загнала в данную ситуацию, когда на ее территории появилось большое количество неконтролируемых государств, вооруженных формирований, незаконных абсолютно. Люди, которые приезжают с территории Украины к нам в Крым, он говорит, что люди в военной форме с автоматами могут остановить, могут тебя в буквальном смысле слова ограбить. И прикрываться в данный момент какими-то своими целями – это обыкновенный грабеж. Это обыкновенное, это государству грозит распад. Когда государство не контролирует ситуацию внутри себя, армия является одним из основных институтов государства, вооруженные силы. Они обязаны это контролировать. Если они не могут это контролировать, значит государство, не выполняя свои функции, оно обречено на развал. Вот. То государство, которое не проконтролирует данную ситуацию, оно не может существовать. Потому что это начинается вакханалия, разбой, бардак и все остальное. Вот. Как бы они ни назывались, как бы они ни прикрывались, какие бы они идеи ни оглашали, это элементарно бандитизм, это грабеж. Можно рассказывать, там, прикрываться, поднимать над собой любые флаги. У них цель одна – обогащение личное за счет других людей. И это не оправдывает ни национальности, ни религии, ни там, как они говорят, Украина превыше всего. Там, или, как мы уже именем уважаемого человека назвали, бандформирование, так называемый батальон Аскер имени Челебеджихана. Вот. Называть можно по-разному. Оно ничего не имеет общего ни с этим народом, ни с национальностью, ни с этим именем. Это обыкновенные бандиты, которые подлежат уничтожению. Вот мое личное мнение, оно, вот, как я могу сказать, государство от этого, это государство само себе ставит приговор. Руслан Ага, очень активно призывали крымских татар вовлекаться вот в подобного рода формирование. Какова должна быть наша реакция на подобного рода призывы? В первую очередь не поддаваться на такие реакции, на эти уговоры. Пройдя войну, честно говоря, я не хочу войны. Я всегда был против войны, против оружия. И сейчас до сих пор, вот у меня даже ребята-охотники есть, друзья, там все. До сих пор даже не беру оружие в руки. И поэтому, чтобы молодежь не поддавалась на вот эти всякие провокации, вот сейчас я, честно говоря, доволен, что в России ввели ГТО опять. Что сейчас начали молодежью заниматься, потому что молодежь, она в компьютерах, в этих играх, она тоже учится там, не будем говорить, что хорошему учится, там тоже хорошего ничего нет с этими войнушками. А спорт уже есть спорт. И если будут наши дети спортом заниматься, я не думаю, что они пойдут в эти банды формирования. Потому что, на самом деле, как товарищ майор правильно сказал, в армии уже, что по контракту пойдешь служить, уже будут другие условия, тебя уже будут настрой другой абсолютно.
А здесь, эти, которые сейчас пошли туда, ну они, как правильно сказать, я не знаю. Просто своим умом они не думают, а идут наобум. Вот, по-другому я никак не могу сказать. Им лишь бы деньги, чтобы платили там, или, я не знаю, там, или ограбить кого-то. Ну, бандиты есть бандиты. Больше я никак не могу про них сказать. Спасибо большое. Исадулла Бей. Россия – это родина многих мусульманских народов. И ежегодно ряды российской армии пополняют наши братья, мусульмане, братья и сестры. Известна позиция Совета муфтиев России, которая была выражена в документе под названием «Основные положения социальной программы мусульман». В частности, в этом документе подчеркивалось, что мусульманские организации готовы вести сотрудничество с государственными органами в подготовке молодежи к службе в армии, считая ее обязанностью гражданина России. Также при Минобороны, Министерстве обороны Российской Федерации существует совет. Там, в частности, присутствуют представители Центрального духовного управления мусульман России. В общем, как духовные управления и, собственно, непосредственно поддерживают солдат и военнослужащих, и, собственно, как духовные управления взаимодействуют с государством в этом вопросе? Ну, конечно, государство, оно, защищая права своих граждан, создает условия для комфортной жизни тех же солдат, говоря о службе в армии, говоря о частях, в которых находится армия. И вот, как сказал майор, действительно, ребятам, мусульманам предоставляется возможность как халяльного питания, так же претворения в жизнь их религиозных потребностей. Я считаю, это задача государства, она, слава богу, государство эту задачу выполняет. Здесь больше, я думаю, роль лежит на самих военнослужащих. Все части, нельзя назвать, что во всех частях все одинаково. Действительно, в каких-то частях может быть какое-то непонимание. Военнослужащие обращаются в часть. Если в части их не слышат, они обращаются к нам. И мы помогаем военнослужащим с руководством, с командованием части вместе, совместно найти какое-то решение этому вопросу. В государственных законах все это, в Конституции все эти права защищены. Единственное, просто нужно найти механизм, как это сделать. А претворение в жизнь исламских правил не нуждается в каких-то особых условиях. Я хочу это подчеркнуть. Ислам поставил такие правила, которые можно исполнять в любых условиях, даже в самых полевых. Мы знаем, начиная с жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, заканчивая самыми последними происшествиями. То есть военное время, военное положение никогда не было причиной перестать, там, например, выполнять пятикратный намаз и так далее. То есть Бог поставил такие правила, которые человек может выполнять даже во время военных действий. Соответственно, служа в армии, находясь в казарме, находясь в невоенном положении даже, у военнослужащих полно времени и полно возможностей молиться, если говорить о пятикратном намазе. Сложнее стоит вопрос с питанием. Здесь же, опять же, по требованию, по желанию родителей, по желанию самих военнослужащих, это тоже можно отрепетировать. Действительно, вопрос питания в армии сейчас решен на достаточно высоком уровне. Питание, очень много разных видов блюд, и действительно военнослужащий может из того количества блюд выбрать именно халяльное питание. И вот этот момент с халяльностью, он тоже очень простой. Некоторые, когда говорят о халяле, говорят о чем-то таком, как будто большом и сложном. Нет, халяльность питания зависит от того, использованы ли халяльные продукты в питании. И нехаляльным является очень маленькое количество продуктов. То есть очень маленькое количество продуктов является нехаляльным. То есть если избежать в приготовлении пищи этой нехаляльной продукции, то пища становится автоматически халяльной. Нет такой проблемы, что вот единственное только есть какое-то питание халяльное, а остальное все нехаляльное. Соответственно, то есть вопрос сам по себе в некоторых местах раздувается, может быть, специально, осознанно. Я хочу сказать, что все очень просто, все легко делается. И военнослужащие, мусульмане, ребята, исполняющие, которые хотят исполнять свои нормы шариата, да, находясь в воинской части, они обращаются к нам, и мы уже в частном порядке, общаясь с комиссариатом, общаясь с начальством части и так далее, мы решаем эти вопросы. И действительно на высшем уровне это все задекларировано. То есть и Совет муфтиев, то, что вы сказали, есть декларация. И во всех советах участвуют наши духовные лица, которые на этих совещаниях участвуют и как бы к их мнению прислушиваются, и они участвуют в процессе формирования самого питания, самого процесса службы. Поэтому никаких проблем с этим нет, недопонимания нет.
То есть двери открыты, все готовы к диалогу, поэтому любые наши, вот я сейчас обращаюсь к родителям, к самим военнослужащим, если у них есть, они сталкиваются с каким-то непониманием, пусть обращаются в духовное управление. У нас есть все каналы общения со всеми нужными людьми, кто участвует в этом процессе. Мы готовы помочь в реализации их прав. То есть никаких проблем с этим нет. Спасибо. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Алло, задавайте ваш вопрос. Да. Алейкум, здравствуйте. Здравствуйте. Да, хотел бы задать вопрос Садулла Ходжа по поводу халял продукции, которая... Но он уже ответил на этот вопрос, поэтому большое спасибо. И хотел поблагодарить за вопрос, за ответ, который он дал по этому вопросу. Да, спасибо большое, Владимир Евгеньевич, у вас было. Вы знаете, я вот слушаю это, и как практик, вы меня поймете, как человек, который 3 года прослужил на Тихоокеанском флоте, 2 раза был на Целине, я так слушаю всю эту халяву эту и с ужасом думаю, как это все на практике, это все нереально. Потому что устраивать ты на политзанятия, ты к священнику, ты к муле, все это игра в армию. Реальная армия – это до первого раза, когда просвистел снаряд, когда над духом пуля, и все это летит так далеко, когда тебе нечего неделями кушать. Я помню, когда нас на Целине было, что и не кормили и прочее. О какой халяле говорить? Потому что армия – это, вы правильно сказали, это не детский сад. Все эти разговоры, вы напишите, мы разберем. Да о чем вы говорите? Армия – это между жизнью и смертью. Не можешь – научим, не хочешь – заставим. Не подчинился – тебя расстреляют, и никто с тобой спорить не будет. Приказ начальника – закон для подчиненного. Приказы не обсуждаются, расстрел на месте. Поэтому армия – это очень серьезно. И эти игры мусульман, православных. Я понимаю позицию баптистов во время Советского Союза. Они просто говорили, мы не будем служить. Или тюрьма, да, тюрьма. Все. Поэтому, если ты пришел в армию, будь солдатом. А кто ты там? Вот он был крымским мусульманином. Это внутри. Это внутри. Все. Никто об этом не знает. Он не скажет, у меня сейчас 5-кратный намаз и прочее. Это все чушь. Поэтому так. Или армия, или религия. В глубине, да. Потом ты можешь вернуться, в тебе это все. А на фронте будь солдатом. Владимир, спасибо. Целина была давно, но у нас давайте еще один телефонный звонок и продолжим эту тему. Алло, слушаем вас. Алло, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос Полякову. В Судаке была подпольная организация, где руководил Мамеди Эмир Усин. Почему о нем не говорят? Почему именно когда их 6 часов должны были утром расстреливать, то он ночью своей кровью написал фамилии 12 подпольщиков. И этот на двери была музее 30 лет, и сейчас исчез. Почему об этом никто не знает ни в Судаке, ни в Крыму? Спасибо за информацию. Я тоже об этом ничего не знаю. Да. Напишите нам, мы все пропустим через архив, напишем в газете. Спасибо. Конечно, этих людей нельзя забывать. Это когда их арестовали, и вот допрашивали, они сидели. И вот перед смертью он действительно, из 13 человек был 1 грек. Вот. И эта дверь, по предварительным данным, находится в загашниках Феодосийского музея. Вот почему-то до сегодняшнего дня о нем ничего такого нет. Да, можно реплику буквально? Я не согласен до конца с Владимиром Евгеньевичем. Мы должны разделить военное время от мирного времени. Да? Сейчас все, что я сказал, касалось мирного времени, когда все в казармах спокойный, мирный образ жизни ведут, учатся быть мужчинами, учатся дисциплине, учатся держать оружие, кучу других навыков получают. Есть возможность использовать, то есть притворять в жизнь все каноны.
Но когда начинается военное время и свистят снаряды, действительно, там включаются совершенно другие правила и другое законодательство, но это не становится поводом бросать набожность. То есть со времен пророка мир ему это все практиковалось, оно практикуется и по сей день. Сегодня у любого чеченца, военнослужащего, спросите, во время осадных действий каких-то или во время каких-то нападений он бросал совершать пятикратный намаз или нет? У любого дагестанца, военнослужащего, который из горячих точек приехал, спросите, он бросал совершать пятикратный намаз или нет? И у любого мусульманина, который исполняющий служил и попадал в горячие точки и вынужден был столкнуться с тем, что вот сказал Владимир Евгеньевич, бросал ли он исполнение вот этих канонов? То здесь не игра, здесь не игра в набожность или не перед кем-то кичиться, ни в коем случае. Просто есть распоряжение от Аллаха, да, скажем, от Бога, и человек пытается его исполнить. Конечно, это не в противовес приказу начальства. Если начальство тебе говорит, если командир отправил тебя в бой, и ты говоришь, нет, стоп, остановитесь, мне нужно помолиться, так не делается. У молитв очень длинный срок, и дается возможность сокращать молитвы, объединять молитвы. То есть нету проблемы, ты не в противовес приказам начальства это делаешь. Поэтому как бы это все практикуется. Вы, уважаемые, не ответили еще на один вопрос, когда вы понимаете, вот разных национальностей, разной веры в воинской части, и вдруг приходит священнослужитель православный и начинает окапывать святой водичкой, невзирая на то, мусульманин или кто. Вот где корень-то зла. К этому можно по-разному относиться. Действительно, это уже священнослужитель сам должен понимать, что если там сидит мусульманин, он может неправильно это понять. Так же, как и я, приходя в часть, понимая, что сидят христиане, я не буду им вменять какие-то исламские правила, которые касаются... Взаимное уважение должно Конечно. быть. То есть это нарушение правил со стороны именно того священнослужителя. Здесь нет проблемы в самой религии, скажем, или в правилах ее. Есть просто неправильное, нетолерантное отношение самого человека. А воинские части, раз мы хотим сделать это домом для наших ребят, для военнослужащих, он должен себя чувствовать там членом семьи. Если он себя будет чувствовать изгоем, что его права не защищены, это будет вызывать внутренний какой-то бунт постоянный. Мы это прекрасно понимаем. То есть он не до конца вольется в эту среду, не до конца будет чувствовать себя гражданином этого государства, и насколько вот понятие Отечества и защита Отечества у его сердца будет укрепляться, если его права не защищены. Поэтому эти вопросы, они очень легко решаются, они действительно решены во многих регионах. Вот Татарстан шествует над Бахчисараем, в этой военной части вопросы закрыты, и они закрываются по закону, то есть нет никаких обходов закона. То есть все в правилах и все в порядках прописано. А в военное время действительно это совершенно другое положение, и там, я еще раз повторяю, там действуют совершенно другие правила, они тоже прописаны, и они ни в коем случае не мешают людям нести свою должность, нести свою воинскую обязанность. Павел Петрович. Ну, я хочу как бы вот подытожить ваше выступление. Действительно, сейчас нет такого, что, как вы говорили, на целую неделю голодали. Сейчас солдаты все сытые, одетые, обутые. Никто не заставляет их, если ты придерживаешься каких-то религиозных концессий, там, лбом об стенку стучаться. То есть у тебя есть возможность в свободное время сделать то, что тебе положено по этой религии, скажем так. Вот. Что касается, как вы сказали, православный батюшка там окропил, вот. Я в этом не вижу ничего плохого. Могу пример привести или Бахчисарай, или вот у нас, когда была первая отправка, когда Сергей Валерьевич Аксенов был на первой отправке, первые 30 человек уходило. Так, вот. так. Мы делаем всегда в военкоматах так, в Бахчисарае, например, где район один из самых многонациональных. Вот. Хорошо. Присутствует всегда батюшка и мулла. И они стоят в одном строю, они будут вместе служить. Почитал молитву батюшка, почитал молитву мулла. Те постояли, их окропили, эти постояли. И никому от этого хуже не стало. Вы понимаете, я потому с вами 100%... что все религии учат терпению, почтению, почитанию. Вот. Плохому не учат религии. Я 100% с вами согласен в каком ракурсе? Что когда, понимаете, в годы Великой Отечественной войны, или хотя бы, как говорится, Афганская война, он еще не затронул Вьетнамскую войну, Синайский полуостров, я о многом могу сказать. Вы понимаете, никто никогда не интересовался, кто какой нации. Так точно. Мы видели врага, мы защищали свое Отечество, точно, мы защищали свою семью. Понимаете? Да, я согласен вот. с вами. Но другое дело, давайте на одном вопросе остановимся. Вот наша прокуратура, расчетом воинские части. Построили часовню. Спрашивается, а что, закон прокуратуры на мусульман не распространяется? Тогда поставьте рядом мечеть. Или совхоз красный. Сколько мы добиваемся того, чтобы в совхозе красном, во-первых, и понимаете,
Если посчитать, сколько человек крымских татар отдали своей жизни в этом совхозе «Красном», начиная от Абдуллы Даджи, это крупнейшая подпольная организация, кончая самой легендой Крыма Абдынановой, опять-таки, часовеньку поставили. А вот когда мы ставим о том вопрос, поставьте, пожалуйста, рядом мечеть. Я как Вот о чем я речь веду. Как интернационалист могу привести, я только что привел один пример положительный, там, где батюшка Смолой находится. Могу пример города Евпатории, в котором я жил раньше, где памятник находится с одной стороны часовня, с другой маленькая мечеть. Поэтому давайте лучше поводить вот такие примеры, как вот я привел пример, где мечеть с часовней, где батюшка с величайшим удовольствием делайте эти примеры. Положительным воспитывать, не находить какие-то негативные, а находить положительные моменты, объединять людей. Когда к Евпатории подплываешь, пожалуйста, вы правы, Джумаджами стоит, так и точно. рядом одна, вторая. Там киносыты караимские дальше. Вот давайте на объединяющих таких положительных примерах высказываться. И стараться такие объединяющие моменты положительные мы 100% везде внедрять. У меня предложение такое. Спасибо большое. Мустафа, мы к этому придем. Здесь к тому, вопрос что ставился о мусульманских ребят. Сколько приходилось почти что сотни воинских частей мне пройти. В каждой части я не различала. Мне кажется, все сыновья одинаково служили одной нации. Ставился вопрос такой. Лично я ставила вопрос перед министром обороны и верховным главнокомандующим, не современных, а прошедших. Я говорила, что во многих воинских частях светлички есть для крестьянских ребят, которые служат, а мусульманских нету, хотя и много мусульман служат в этой же части. Пожалуйста, мы этот вопрос решим, сказали. Пожалуйста, и молитвенную комнату мы сделаем, и все выделим, как полагается, как светличка. Вот. Ну, к этому оно шло. Наши ребята, конечно, по пятницам, особенно в пятницу Джума-Кана, хотят обязательно помолиться Богу. Это у нас было, есть традиция, и будет она продолжать. И я думаю, что сейчас нас в Крыму немножечко вооруженные силы так не слышат. Я думаю, что со временем это все услышится. И лично буду добиваться того, чтобы в каждой части была молитвенная комната для мусульман и для крестьян светличка. Это можно добиться. Я уверена, что со временем у меня встреча будет в Москве. Этого я добьюсь. Я даже гарантию даю нашим, как говорится, солдатским отцам, матерям. Всем говорю, что этого, я думаю, мы добьемся. Воспользуясь моментом, я хочу, чтобы сейчас телефоны у всех поменялись уже сколько лет, а тот старый телефон, который 20 с лишним лет служит каждой маме и папе, каждой семье, запишите и запомните это. Моя команда работает, телефон наш 49 39 16. Как он служил 20 лет тому назад с лишним, так он и продолжает служить. Мы к вам, к вашим услугам, дорогие наши родители, военных, всех воинов. Сагал Масалиеха, Мустафа, для того, чтобы сегодня не было искажения вот этой категории воинской доблести, нам нужно бережно хранить память о наших героях. Как вы думаете, мы сегодня достаточно внимания уделяем памяти нашим героям, может быть, музеям нашим, конференциям мы в достаточной степени организовываем? Научная работа, она ведется на достаточном уровне, либо нет? Здесь я могу поддержать только коллегу. Что, понимаете, вот именно во время Украины почему-то вопросу военно-патриотического, вообще патриотического воспитания уделялось ноль внимания. Поэтому армия пришла в такое состояние. А обычно, как говорится, не кормишь свою армию, будешь кормить чужую армию. Понимаете? Но что касается именно вопроса военно-патриотического воспитания, я не буду касаться всех музеев, но в частности возьму свой Крымско-Татарский музей культурно-исторического наследия. Вы знаете, у нас, во-первых, проходят выставки «Навеки в памяти народной», где мы касаемся абсолютно всех и вся. Идет выставка о космосе, потому что вот даже для меня было открытием. Вы, оказывается, у нас в Крыму 3 космонавта крымчан. И среди них Василий Цыбелев
который начальник Центра подготовки космонавтов. И вот когда вы понимаете, вот мы получили передвижную выставку Московского музея космонавтики, мы ее провели практически по всему, как говорится, Крыму, ну, в частности, опять-таки у себя. Что бы я хотел сказать? Вот такие школы, как 41-я, где существуют именно направления. Это космический лицей. Космический лицей, да. 4-я школа сейчас очень глубоко взялась за военно-патриотическую тему. 11-я гимназия и много, как назвать. Но при всем этом хочется сказать. Вот вы понимаете, может, я чрезмерно многословен, но я бы коллеге привел один вот небольшой пример. 2010 год. 8 июня 90 лет Ивану Никитичу Кочетову. Вот мы от Крыма поехали 2 человека. И вот первый вопрос, в частности, вот когда мне вручили вот его памятную медаль, наклоняется ко мне президент и говорит, вот, мы выдвигали, я имею президент фонда Кожедуба, выдвигали обоих, Амитхана и Ивана Никитича. Тот прошел, выделили 8 миллионов на проведение мероприятия, а Амитхан остался в стороне. Вот тогда, слушая все эти вопросы, я невольно, понимаете, поднял руку. А можно ли мне сказать? Да, Мустафа Сидеметович, пожалуйста. Вы понимаете, я посмотрел зал. Рядом с мужчинами сидели дамы. Я говорю, уважаемые дамы, вот вам подарят букет самых прекрасных роз. Сколько вы будете ими любоваться? Вот одна неделю, другая 2 дня, третья, ну, пока не завянут. Я говорю, а вот если вам подарили букет простых полевых цветов, сегодня вы любуетесь красным маком, завтра голубой незабудкой, завтра белая ромашка, желтый лютик и так далее, и так далее. Как вы будете любоваться этим букетом? Поверьте мне, весь зал единогласно воскликнул. Всю жизнь. Вот так и нации должны быть, понимаете? В одном букете, украшая друг друга, дополняя друг друга, сопереживая друг другу. Вот тогда мы дойдем действительно до той передачи, которую мы сегодня представляем. А то ведь вы поймите нас именно правильно. Просто нас, крымских татар. Ведь у нас, в отличие от всех остальных жителей Крыма, нету материнской родины исторической, кроме вот этого вот полуострова. Сагумус Мустафа Ага, и не зря у нас на гербе у нас надпись очень весомая «Процветание в единстве». У нас еще один телефонный звонок, последний на сегодня. Да, к сожалению, сорвался у нас звонок. На протяжении всего нашего эфира шло онлайн-голосование. Мы вам задали вопрос, считаете ли вы, что воинская служба формирует настоящий мужской характер? Да, ответили 904 человека, нет, 125 человек. С нашими гостями сегодня говорили о вещах действительно глубоких. Ведь героизму, патриотизму, чувству воинского долга нигде не учат. И хочется верить, что служба в армии станет не просто конституционной обязанностью, но и осознанным выбором. И здесь нечего бояться, ведь за нашими плечами воинская слава наших героев, а сегодня можно уверенно полагаться на поддержку государства и наших духовных лидеров. Это все на сегодня. До встречи в следующий четверг.